Они закончили так. Ну. Он сюда Он еще сказал, что он похудел, уже как-то не похож. Ну, Дулуп его заставил. Еще в свое время не пускал. Открыл. Было скинуло. Немножко было скинуло. Бока. Я думаю, что скамейки будет сегодня Будет пару минут позже. Подожди, я... Тест, раз, два, три. Как нас слышно, скажите? Алло. Я вас слышу неплохо, Леша. Слушай, Леша. Ой. Я тебе ссылку сбросить или нет? В Грузии А кому ты сбрасываешь? Хуйню сразу. я клеил даже, видишь, она поломала. Больше не идет. А во Франции, когда шел на стадион, где наши выиграли 1-0 со штанами, не дали. Вообще ничего не пробовали. Какие там кто-то письма пишет. Меня всегда прикалывает, когда кто-то какие-то пишет клубу в дерьмаче. Слушай, уже 6 часов. Куда футболист? Все получше. Понял. Добрый, давай, не буду сейчас сюда. Школа работает вместе. Что? Я видел на такси. Не, тут этот, тут зонтик не катит. Тут зонтик не туда, направо. А я не мешаю? Так Юру же самого не отпустил. Ну вот как тебе сказать? Нормально? Нет? И зонтик плохо тоже. Нет результата. Есть результат на следующей оси пояса. Не, оно закрывает. Ну как бы обзор до углового нету. Команды выходят.
Леша, видишь, Давай, братва. Как это? Ждем команды, здесь уже все готово к началу матча. Нет, так я же и говорю, что мы ждем команду на поле. Выходит команда на поле. Ашмяны БГУ ФК, ФК Крумкаши. Матч 16-го тура. Ключевой матч. Начало второго круга во второй лиге. В черном сегодня играют Крумкаши. В традиционной вестхэмовской форме играют хозяева. Футбольный клуб Ашмяны БГУ ФК. Чтобы не стирать, как черную уже можно не стирать. На солнце просушить. Не вовремя. Ждем начала игры. Перед этим послушаем государственный гимн. Ага, не послушаем, говорит звукорежиссер. Лашмян пошел в отпуск, и поэтому гимна не будет. Можно было спеть, конечно. Но если хотите, можете включить себя в MP3-плеере параллельно и смотреть начало матча. Если что, их в перерыве заменили, там был счет, в перерыве А? Что? Много людей сегодня приехало поддержать Крумкаши, думаю, человек 40-50, с флагами, с барабанами, 2 барабана на секторе гостевом. Поэтому сегодня будет огненно, особенно при такой поддержке. Местные призывают убивать ворон. Мы не поддерживаем это вообще, потому что мы дружим с обществом защиты птиц. Команда приветствует болельщиков, и мы начинаем матч. Очень важная игра для футбольного клуба Крумкаши. Андрей, не подкалывай, такие шутки злые очень. Он хитрый, просто в пятницу берет выходной. Что, поехали. Состав футбольного клуба Крумкаши. Антон Шунтов в воротах. В обороне. Не знаю, будет ли вам слышно, потому что гимн поют болельщики Крумкаши. Подождем, пока ребята поют, тогда объявлю состав. Можете смотреть состав в нашей группе ВКонтакте или в других социальных сетях. Сегодня Алексей Ходневич остался в запасе, и двойку нападения составляют Баскаков и Кошель. Восстановился от травмы Дмитрий Жданок, и можно сегодня его на поле увидеть. Пропустил капитан несколько игр, было у него повреждение. А вот Бехария выбрасывает аут на подборе. Первый футболист Ашмян.
Играет сегодня в центре поля Олег Дыболь, который не играл в прошлом матче в Лацевичах по причине дисквалификации 6-й карточки. Опасно такой Крумкаши пас на Кошеля и не успел немножко Кошель. Хорошо отдавал Баскаков между двух. Не знаю, слышно ли вам, но отличная атмосфера у нас на стадионе благодаря болельщикам Крумкачева, приехавшим из Минска. Несколько автомобилей, микроавтобусов. От ворот. Могло получиться опасно, но не успел нападающий. Ашмян к мячу. Один из самых серьезных соперников у нас сегодня во второй лиге. Это команда Ашмян и БГУФК. Единственная команда, которую мы проиграли вот в этом чемпионате, в первом круге. В первом туре дома уступили Крумкаши Ашмянам со счетом 2-1. Во многом благодаря, ну точнее, из-за своих ошибок индивидуальных. В первом голе не разобрались, там Шунто с Блины, и нападающий успел переправить мяч в ворота. Активно начали Крумкаши. Мяч у Порхачева. Звонок не успевает на передачу. Не дает возможности команды мне объявить состав Крумкашева. Давайте попробуем это сделать. А сейчас, по-моему, и будут объявлять болельщики, так что можем вместе с ними послушать. Очень удобно, можно просто повторять за болельщиками и таким образом узнать состав. У нас получается в центре обороны Александр Былин, Владимир Шебека, справа Дмитрий Гахария, слева Дмитрий Порхачев, Утюжин Бровку, в опорной зоне Дыболь и Макаров, справа Жданок, слева посмотрим, я предполагаю... нет, наверное, опорный Лукашов, скорее всего, будет играть в центре поля. Интересно, он будет на тактику избран Алексеем Кучуком, потому что сегодня много опорных номинальных футболистов на поле. Получается, в центре поля играют за Крумкаши Лукашов, Жданок, Баскаков и Макаров. И в нападении сегодня два футболиста. Это Павел Баскаков и Сергей Кошель. Посмотрим, как они будут располагаться на поле. Я так думаю, что Кошель будет на острие атаки, но... Опять почти успел к мячу Макаров. Отлично начинает матч Крумкаши. Хорошо задумал Баскаков, но не получилось передача на Порхачева. Но все равно так активно атакуем и владеем мячом. Приехали мы за 2 часа до игры сюда, в Ашмяны, стадион местного фока. Здесь такой интересный стадион, искусственное покрытие на газоне и при этом 3 ряда, всего лишь 3 ряда сидений для зрителей. 500 мест. Сложно определить, сколько 500 мест. Говорят, подсказывают мне, что здесь наш оператор Денис подсказывает, что 500 мест на стадионе. Ну, на самом деле, если брать 500, тогда примерно, наверное, 300, да? 300-350, может быть, если это... Гахарию активно подпрессинговали, активно Ашмян. Высоко прессингует, посмотрите, вот. Сейчас даже некому Шебека отдать передачу, но он пасует вперед на Жданка. Сразу Кошель прессингует защитника. Нарушает правила против Былина и против Порхачева одновременно футболист Ашмян. Жданок переводит на Лукашова. И, судя по всему, Жданок и Лукашов в центре поля.
Вася, давай. А что остается делать? Надо быстрее, Дима. Надо понимать запрос, но Да, подсказали нам здесь, спасибо большое, что не включили мы таймер со счетом в онлайн-трансляции. Примерно 8-9 минут сыграли команды, счет пока 0-0, с небольшим преимуществом Крумкачу. Территориально, в первую очередь, проходит первый тайм. Остальные результаты матчей второй лиги. Сегодня начался второй круг, и Молодечно выиграл Неоман Агро со счетом 4-0. Довольно неожиданно Ивацевич много голов забили в ворота Ашмян у себя дома. Ивацевичах наиграли последний матч. 6-2 закончился поединок Ивацевича против Ашмян. Ну, первый удар, хотел сказать, поворотом, но скорее в сторону углового флажка состоялся. Не совсем не опасно, но один остался игрок Ашмян, могло быть. Ситуация могла закончиться неприятностями. Один из самых неожиданных результатов сегодня зафиксирован был в Минске, во второй лиге. Там Энергетик БГАТУ обыграл греческий Спутник со счетом 1-0. А еще в Смолевичах лидер чемпионата РУХ никак не потеряет очки. Парни Зигмантовича обыграли, хотел сказать, парни Зигмантовича обыграли СМИ Автотранс со счетом 4-1. Покажи, как детализировано. Полез болельщик Крумкачу Витя за мячом. Была у нас небольшая пауза, можно было. Свалился до ног здесь в борьбе. Показывает арбитр мяч назад отодвинуть, потому что слишком далеко вперед. Начинает свою атаку Ашмяна. Что там получилось? Аут или угловой? Что там угловой поставили? Ну, довольно странный момент. Оказалось, что там либо рукой сыграл футболист. Ну, посмотрим, как хозяева подадут угловой, второй уже или третий угловой в этом матче. Еще один угловой. То есть Антон Шунтон черканул по мячу и перевел его на угловой. А вот играет у нас известный футбольный марш. Видимо, для того, чтобы болельщики зарядились футбольным настроением. Так мы и до гимна дождемся, в принципе. Главное, чтобы черлидер вышли по сценарию. Себя обозначил, что приехал. Ну опять выше всех по штрафной Крумкачу оказывается футболист Ашмян. Антон Шунто отлично первым на мяче играет. И начинает атаку Александр Былина. Посмотрим, чем ответит Крумкачи. Пару минут было преимущество у хозяев. Едва Жданка не обогнали, но все в порядке. Активно прессингует. В отличие, если смотреть все матчи Крумкачева в этом сезоне и против других команд, то Ашмян отличается тем, что активно прессингует. Жарко. Команда обученная, много голов забили. Если Крумкачи забили в первом круге 39 голов, то в Ашмяна аж 44. Правда, пропустили больше, чем Вороны, но мы пропустили 8 мячей, а Ашмяны
И первый удар по воротам Антона Шенко так плотно не состоялся. Правее ворот. Активно поддерживают болельщики Крумкачева. Надеются на хороший результат, очень важный матч. Перед этим матчем Крумкачи занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая Ашмяны на 4 очка при равных количестве сыгранных матчей. И в случае успеха, да выключите ноутбук. Может выключить? Юля, подойди, может, посмотри, может выключить можно музыку. Подойди, посмотри, может на ноутбуке, может музыку выключить как-то можно. А, вот убрал человек. Скучно. Да, я надеюсь, что не скучно ашмянским поклонникам футбола, не поэтому они музыку включили, просто случайно. Но больше начали хозяева владеть мячом, поджимают. Остался один кошель впереди у Крумкачева, их Баскаков под ним. Молодая быстрая команда Ашмяны. В прошлом туре они уступили Руху здесь на этом поле со счетом 2-0. Тоже один из ключевых матчей был за место топ-3. Сегодня игра с Крумкачами. И начинал говорить я, что Ашмян получается 31 очко, а у Крумкачева 35. 4 очка разницы. В случае победы Крумкачева разница достигнет уже 7 очков. Вот опасно ошибается. Куда ты отдаешь? Сейчас опасно. Стоит смотрит. Опасно может быть сейчас. Ну, как Занок разгонит вокруг Крумкачева. Это Гахария, там зараз отвечал, отпевает Гахария. Начинают атаку своей Крумкачи. Надо обратно, конечно, мяч прибирать, потому что опасно играть со Ашмянами в такой футбол. Вот уже и Прокачев по команде открывает. И Дриболь ошибся в передаче, обрезал полкоманды и может получиться опасно. И Прокачев не дал. Макаров немного пихает. Точнее, Макаров, это Былина был пихать. Успел Гахария, не ушел мяч там, и Кошель будет бороться. А что там? Толчок со стороны Кошеля? А нет, доказал, зафиксировал боковой арбитр вне игры. И опять начинает атаку Ашмяны. Передача вперед завершилась тем, что мяч оказался Антона Шенко. Блин, опять начинает атаку. Очень высоко прессингует Ашмян, заметно, не дают развернуться Крумкачам быстро. Но там Баскаков борется с футболистом Ашмян, нарушает правила защитник. Будет стандарт. Интересно, будет разыгрывать или подавать штрафную. Есть кому пробить. Владимир Шебекович штрафную, судя по всему, будет подача Макарова. Радиоуправляемая штрафные Игоря Макарова. А вот разыгрывают. Быстро разыгрывают Крумкачев. Что случилось? А, показывает арбитр по свистку. Но получается, что остался мяч у Крумкачева. И вот теперь точно будет подача. Призывает вратарь Ашмян. Даже здесь слышно у нас, что призывает выйти из штрафной. И Макаров подает. Перелетает мяч всех. Там, дважды стукнулся в штрафной. И... Быстро, конечно, перевести. Антон Шенко с мячом. Быстро пытаются Ашмяны переходить из обороны в атаку, бегать в центр поля, если это есть такая возможность, если Крумкачи увлекается позиционной атакой.
Болина на шибе, как Гахари, и сразу накрывают. Видите, крайних защитников. То есть... И Дыболь не смог отдать мяч. Опять мяч Ошмян. Ну и не держится что-то мяч у Крумкачева последний минут. Болельщики активизировались, делают Исландию. Первым Прокачев. Макаров хорошо отработал, а Бахаров как раз не добежал и позволил футболисту соперника нанести удар намного выше ворот. Там по времени. Если верить нашему поздно включенному секундомеру, то где-то 18 минута. По ощущениям минут 20 сыграли. Нет, начали позже. Начали позже. Антон Шумко далеко вперед по половину поля. Теперь играет мяч. Очень трудно обыграл. Вот так вот Жданов прессинговал защитника, и тот хотел бы сначала оставить мяч, чтобы он ушел на отворот, но получилось, что остался мяч у Крумкачева, там будет аут вблизи ворот соперника. Макаров бьет. Опять отбили Ошмян и начинает свою атаку. Опять быстрый пас вперед. Там уже не первый раз такой передача туда вот на правый край, там где Гахария. А вот Гахария вот, просто позволил мячу уйти. Да, здесь почти у нас без центра поля проходит игра. Ну что, там против Кошеля не толкали его, нет? Кошель практически выиграл борьбу, но там повесь. Кому? Нездорово как-то. Макаров. Антон Шумко заставил поволноваться болельщиков Крумкачева и выбил мяч. Долго принимал решение. И я помню первый матч первого тура как раз таки против Ошмян, когда Антон, к сожалению, ошибся и позволил Ошмянам второй гол забить. Сейчас... Пархачев сейчас спас, между прочим. Ударом не завершился так, а чудом на самом деле. Последний момент могла... Мог мяч дойти до нападающего, но там Пархачев оказался на пути, выбил штрафной. Интересно, что будет в конце матча. Довольно жаркий день сегодня. Не может сказаться на обеих командах этот факт. Кто окажется больше физически, тот уже будет иметь преимущество. Еще интересно то, что первым оказывается на мяче Джок. Очень опасно может быть.
Опередил он вратаря, там, но далековато ушел в левый фланг, и могло быть очень опасно. Хорошо врывался Сергей Кошель. Сразу на протыке, да? Да блин! Развернись, есть право! Хорошо сыграл 11 номер Ашмян, доборолся до мяча. Тяжело ему дать передачу, а под него Басков. Очень хорошо на самом деле сыграл. Ашмян добежал до мяча, там, когда казалось бы, что уже должны крумкачи завладеть, и пробил в сторону ворот. Там, ну, осталось вот сейчас может быть шанс для того, чтобы провести контратаку. Нарушение правил, потому что Денис Лукашов прокинул мяч мимо соперника и зацепили его там в центре поля на бровке. Видите, непростой соперник. Такой хотел сказать, что большинство команд в автолиге позволяет играть более сильным соперникам, то есть не сильно прессингует, много времени для принятия решений, в отличие от команд первой и второй лиги, конечно. И при этом, видите, как Ашмян уже прессингует, уже даже важно, что Дебель уже в который раз в центре поля не точно дает недодачу, и мяч потом получается у соперников. Надеюсь, Алексей Кучук это все видит и принесет коррективы, когда будет возможность такая. Против солнца. Да? Ну, стоит. Пацаны, поздно, блядь, идет. Дыба, давай. Так, по флангу. Низко садится даже Баскаков для того, чтобы принять мяч. То есть все говорит о том, что соперник очень неплохо выжимает. И вот Баскаков сейчас пытался владеть мячом, но может быть контратака. Сзади идет игрок. Здесь. Большими силами быстро переход в атаку Ашмян. Не так просто. Именно против этого соперника. Активная поддержка Крумкачев не замолкает ни на минуту. Хочется верить в то, что поможет команде. Красиво Дебель развернул соперников. И один Жданов может получить свою передачу. И Баскаков. Нет, Гахария не успел. Надо, чтобы был Гахария там на фланге, но нет, он не успел подойти. Это может быть желтая карточка на самом деле, опасно нарушал правила. Вторым темпом атаковали Крумкачи, но не удалось навесить, но при этом удалось заработать штрафной. Видели мы такой уже один штрафной в исполнении Игоря Макарова в сегодняшнем матче, когда мяч перелетел. Сам штрафной был, штрафной. Один футболист в стенке, больше для вида, наверное.
Карова получится перебросить стенку. И высокие и забивные футболисты Крумкачева все в штрафной. Те, кто может побороться, потолкаться. Занос оказался первым на мяче, но... Да, давай. Гахари отработал и скинул мяч Антона Шунто назад. Начинает такой Крумкачи очередной. Мяч у Баскакова уже. Навешивает Гахария в штрафную. Там Жданов. И опять вратарь первый на мяче, когда такие вот эти закидушки идут высокие, то уверенно играет голкипер. Выбивает мяч вперед, но здесь не сумел нападающий остановить мяч. Контроль, контроль, Миша! Я подумал, высадил. Либо здесь он нарушил правила. Возвращается Крумкачев в оборону и будет вот здесь сейчас у нас и порой возможен опасный стандарт. Разыгрывать будут скорее. Посмотрим, может будет удар. Антонович, что вы там один-то? Что место не занято? Не заняли. Антон Шунто не спешит вводить мяч в игру. Через Баскакова, который оказался на правом краю обороны. Хотелось бы, чтобы быстрее мяч ходил. Рукой играет футболист Ашмян, а так могла получиться обрезка, но повезло. Сам собой устраивает перекличку активный сектор болельщиков Крумкачева. Нет сегодня таких оппонентов Ашмян. Но команда довольно много людей поддерживает на центральном секторе местную. Несмотря на жаркую погоду. Как-то не очень уверенно, в итоге, в этот раз не очень уверенно сыграл вратарь. Более получаса у нас прошло. Упорная довольно борьба на поле у нас. Счет 0-0. Не знаю, что рассказать, матч не изобилует какими-то моментами, но при этом очень напряженная игра. Никто не хочет уступать, никто не хочет ошибаться, пускать вперед. Это складывает определенные риски. Бакоша не обыграл там футболиста Ашмян, но, к сожалению, для гостей этого делать ему не удалось.
ощущение, что немножко перестроились в Крумкачи, и Жанат немножко выше по позиции находится. Не знаю, это связано с какими-то тактическими перестроениями или просто эпизод. Теперь уже Крумкачи высоко прессингуют начинающих атаку защитников хозяев, не дает им сделать передачу. Заставили Кошеля ошибиться защитника, отдать мяч на Баскакова. Ну, Паша просто, получается, не сильно ткнул мячом в сторону вратаря, вратарь легко забрал. Теперь может получиться атака хозяев. Через правый фланг будет развиваться атака. Но обратно уже на этот раз через центр. И Шебека прочитал замысел, и может получиться контратака. Интересно, два... Гахария уже ошибся, сейчас может быть заброс. Антон Шунто, показалось, бросился в угол. Очень Северин читал этот удар, и мяч прошел очень опасно вблизи ворот. Не успел ты? Нет, как не полностью ворота, просто не было. Далеко на сторону поля Ашмян убивает мяч. Антон Шунто таким образом начинает атаку Крумкачев. Денис Лукашов разыгрывает. Сзади идет Дуба. Ничего себе, удар от Баскакова не ожидал никто, наверное, но вратарь ожидал. Единственный человек, который ожидал от удара, это вратарь Ашмян. И он мяч отбил. Ну вот опасный момент. Несколько касаний подработал мяч Баскаков, недолго думая, просто удар от ворота. Вне игры стоит Павел Баскаков, интересно, что может быть. Вот и так вот, Гахария не побежал. Пустил мяч в аут, и, соответственно, не смог сделать передачу вперед. Много забивают хозяева вообще в чемпионате, не надо давать им стандартное положение выполнять. Очень уверенно Антон Шунто забрал мяч после этого углового. В хорошей форме находится нападающий Крумкачев Сергей Кошель. В последних 2 играх забил 4 мяча. Очень хочется, чтобы сегодня он отличился. А вот Баскаков обрезал. Давай, лампа, давай, ну! Не тронул. Просят болельщики Крумкачева уже забить первый гол в этом матче. Хочется верить, что он будет ворот хозяев, несмотря на то, что это равная игра, но такие матчи с Ивацевичами не
неделю назад. Вот Сергей Кошель сделал гол из ничего, получил мяч, обыграл защитника и пробил дальний угол. Это очень эффектно смотрелось и при этом придало уверенность команде в черном. Трибули исполнить какой-то интересный финт, но что я не понял какой. А вот и Болина пошел вперед. Сразу Болина, видите, как Болина пошел вперед. Не дали Ашмяны разыграть мяч быстро Крумкачам, хотя Болинов пытался это сделать и вывести Кошеля 1 на 1 с вратарем, но будем бить по свистку теперь. Возвращается Александр Болина, хорошо подключился, и это позволило Крумкачам заработать штрафной. Это 40-я минута подходит. Да ну, ткнул мяч в сторону ворот Ашмян, но не сильно. Где ты видел? Большая это, да? Большая, Ну что, минут 5 еще играть в первом тайме, посмотрим, что отдавает арбитр. Не думаю, что слишком много здесь. Странно, что не было перерыва на водопой. Обычно, когда погода выше 25 градусов, то арбитр назначает такой перерывчик минутный, для того, чтобы футболисты могли попить водички, но сегодня этого не было. И немножко тяжело обеим командам, особенно наши играют в черной форме, кроме Антона Шунто. Антон Шунто прошаренный, надел белую форму для того, чтобы ему было не так жарко стоять в воротах. Прогноз наших болельщиков вы слышите сейчас? Крумка сегодня переможет. Но Макаров при остановке мяча допустил технический брак, сыграл рукой. Арбитр это увидел и зафиксировал нарушение правил, к сожалению. Хотя пас перспективный мог быть налево, там несколько футболистов наших стояло и один защитник Кашмян. Право будет перевод, там против Пархачева двое футболистов. Очень быстро на левый фланг перевели мяч Ашмяны. Показалось, что там неразбериха какая-то в центре штрафной, и мяч чиркнул мимо ворот. Он заводит кричалку, слышали? Ла-ла-ла-ла-ла. Завел. А? Завел. А, да. Захария будет вбрасывать аут на дальнем от нас фланге. Первый тайм подходит к концу, и надо сказать, без большого количества опасных моментов у нас проходит игра. Сначала как-то Крумкачи немножко поджимали, исполняли пару опасных стандартов, но при этом не смогли выжать ничего из этих моментов. И Ашмяны пару раз ударили издали воротам Антона Шунто. Неплохо держит мяч команда хозяев, при этом можно отметить, что они очень активно прессингуют соперников. И в отличие от других команд Тру-лиги, которых
мы играли последний тур, не дают быстро разыгрывать мяч, то есть не дают переводить его вперед, сразу не открывают наших атакующих футболистов. И Дыба обрезал сейчас очень опасно, может получиться атака, а на последних минутах первого тайма возвращается с трудом Крумкадши, там и Дыба сам доиграл моменты и получил по ногам, и это нарушение. Еще одно нарушение на Дыболе. В течение минуты он 2 раза получил по ногам Олег. Держит структуру защитники. Не удалось Владимиру Шипека точно отдать мяч на Пархачева, и прямо я думаю, что с них нужно закончится. Всем составом Ашмян. Пробуй! Очень опасная воздушная подача на ворота. Ух ты. Будет ли Антон быстро водить мяч? Лезь, играй! Будет. Да ну, как-то такое ощущение, что тяжело ему после травмы и не до конца еще остановился. На опережение лучше играет Ашмян, и его не было на самом деле. Болина прекрасно сыграл и опасную атаку очередную сорвал, исполнитель хозяин. Очередной матч проводит Александр Булин, опытный футболист с огромным опытом выступлений в высшей лиге. Последний год за Слуцк он играл, даже забивал Крумкачам в 2016 году. Быстро Ашмяны прошли центр поля, там опорную зону Крумкачев, могли нанести удар, но не получилось, они не сыграны. Как один на России, блин. Ну, у нас уже прям 46-я, 47-я минута где-то идет. И даже интересно, сколько добавит главный арбитр. А вот и первый тайм подошел к концу. И немного мы отдохнем вместе с вами и встретимся во втором тайме. Счет 0-0.
Ждем начала второго тайма матча Ашмян и БГУ ФК Крумкаши. Надеемся на то, что команды смогут показать свои лучшие качества и порадовать нас забитыми мячами. Конечно, чего скрывать, надеемся на победу Крумкаши. Задерживается начало второго тайма, немножко по непонятным причинам. Возможно, позже начали матч, соответственно, позже начинаем второй тайм. В черной форме Крумкаши, в такой, не знаю, как даже цвет этот назвать. Да, в форме Астон Виллы или Вест Хэма играет. Кстати, не пройду? Да. Хозяева. Вот этот таймер мы вовремя запустили, в отличие от первого тайма, так что будем ориентироваться на настоящее время, реальное время матча. Начиная свою атаку хозяева. Нарушение, можно быстро разыграть мяч. Отбросил мяч футболист Ашмян, мне кажется, может вполне получить желтую карточку, но нарушением устным ограничивается главный арбитр. За то, что отбросил мяч, да, получает устное предупреждение. И Баскаков очень внимательно устанавливает мяч, прям идеально. Миллиметром, дайте миллиметр человеку. Аж 4 человека у мяча, отходит от мяча Пархачев, остаются Баскаков, Макаров, Олег Дыбин с левой ноги. Далековато до ворот, но посмотрим. Прямой удар будет явно. Здесь у меня... Отличный удар Баскакова, на вратарь там, нужно дать должное, тащит прям в правом от себя углу. Хорошо начинается второй тайм для Крумкаши с опасной атаки, опасного удара, и надеемся, что атаки продолжит команда гостей. Заводит в фан-сектор. Владимир Шебека на ближней штанге встретился с мячом, но... И что, отлично, Дыбаль. Еще один угловой зарабатывает Крумкаши, очень активное начало второго тайма. Баскаков там финтил и заработал угловой. Не дает футболист Ашмян там разыграть Баскакову с Макаровым. Былина сейчас будет. Первый на ближнюю штангу просто. Интересно. Борьба за мяч на левом фланге, будет Пархачев бросать аут. Посмотрим, чем закончится это наступление Воронов. Всем составом Крумкаши на половине поля Ашмян. Набрасывал на штрафную, и там Кошка не добрался до мяча первым ударом.
Денис Лукашов успел играл мяч корпусом и получил толчок в спину и Гахария просто мяч на правом фланге, но блин, далековато не видит. И будет опять разворачивать атаку. Наконец-то получает мяч Гахария и делает передачу. Высоко поднимается Владимир Шебека, хорошо отдает на Гахарию, будет передача. Ну, хороший пас, там мог получиться. То, что отдал, уже хорошо. А вот... Хороший пас, мог получиться опять же. Ну, конечно, все пасы хорошие. Хороших пасов забивал. Не всегда. Хороших пасов забивают хорошие нападающие. Активнее начали второй тайм пускать шину, потихоньку шмяны прибрали мяч. Пытаются часы позиционную атаку. Это говоришь, как будто я когда-нибудь не запускал. Лассирующая передача прямо в руки Антона Шунко пошла от правого края защиты. Дыбок палит. Там уже против Басакова нарушал правила. Не очень грубый матч у нас, но нарушение в основном в центре поля проходит. Одна из наших болельщиков кричит: иди к папе, непонятно кому он говорит, сыну или одному из игроков-защитников Ашмяна.
передача в штрафную была. Гахария предпочел выбить мяч на угловой. Остаются на нападении у нас на этом стандарте только два футболиста. Это Баскаков и Сергей Кошель против одного, казалось бы, защитника. Но второй возвращается назад. Даже Болина, недолго думая, просто не дает разыграть мяч футболисту Ашмяна и выбивает в аут. Гахария хорошо сыграл сейчас. А вот замена у нас готовится. Алексей Ходневич готовится выйти на поле. Я не знаю даже, кого он может заменить. Рискну предположить, что Жданка, который не до конца еще восстановился от травмы. Ну что, Баскаков пытается обыграть. Не Баскаков. Да. Что, будет ли замена или даст? Все четвертого Жданка меняют. Ну вот, смотри. Вместо Дмитрия Жданка на поле выходит Алексей Ходневич. Очевидно, что будет немножко перестроение, потому что Алексей Ходневич чисто нападающий. Сыграл Жданок первый матч свой после травмы и передает капитанскую повязку кому? Владимиру Шебека, да? Они думают, что не уходит не Жданок, а Ашмяны. Фамилия Ашмяны. Как удобно, да, история? Гахария вбрасывает. Опять будет Гахария вперед далеко бросать. Посмотрим, что у него получится. То есть бросает он на лицо Ходневича, Ходневич видит мяч. И показывает от ворот. Там мяч попал в Ходневича и вылетел на рукав. Высокий Леха Ходневич, я думаю, что станет больше забросов верхом. Мы уже видели и победные мячи, забитые Алексеем в этом сезоне. Так, например, он принес победу в Речице в самом концовке матча, завершив атаку Крумкачев. Именно головой забил. Ошибка какая? Ну вот можно наказывать за такие вещи. И не с кем сыграть Баскакову. И, к сожалению, это получается молниеносно. Атака развернулась сначала у ворот Ашмян, а потом могло очень быть опасно на другой стороне поля, воротам Томашенко, там обошлось. Смотрим футбол. Баскаков пошел на Каров. Еще раз облизается Баскаков, уже как-то многовато этих ошибок. Посмотрим, чем закончится атака хозяев. Много футболистов в красной форме. И там показывает арбитр, что Пархачев нарушил правила. Честно, поэтому полежать хочется, жарко.
Опасный стандарт у ворот Антона Шунто. Не знаем, как там, что там по солнцу. Солнце как раз таки было. Мама, Антон там очень хитро сейчас сыграл, да? Нет? Серьезно, я не вижу. Я просто что-то не вижу. Антон сыграл очень хитро. Замена у хозяев. Первая в этом матче. Не работает. Не дают даже разыграть футболисты Ашмяна Антону мяч, и Антон играет очень много. Пахачев хорошо отдает на Кошеля. Посмотрим, что получится у Сергея. Отлично бьет Алексей Ходейко прямо в руки вратарю. То есть выскочил хорошо за защитника, просто хватило. Кошель достал мяч, выбит Антону Шунто, и может получиться еще одна такая. Вообще последние минуты здесь в центре поля проводит команды, и опять двоих обыграл, там Пархачева и Макарова, полузащитник Ашмян, ну, очередной раз Булинос проходит в центре обороны, просто Заманивал, да? Ну, не было ничего, ну. Судья, блин, как ты ждешь 3 месяца? Нормально. Проспал сначала, блин, потом подумал полчаса. Ну ладно, смотрим, да. Передачу смотрим. Если что, у вас есть возможность смотать в Ютубе, посмотреть было голубые игры, то есть вы можете немножко ползунок пододвинуть там и увидеть. Хорошо, игрок сам себе для удара создал момент, но при этом Антон Шунто занял правильную позицию. Через 2 минуты сыграли команды, сборная продолжает у нас борьба, и Макаров нарушает правила там, ну, немножко подтолкнул соперника. Интересно. Уже одна замена состоялась в составе Крумкачева, вместо Жданка появился Алексей Ходневич. Нанес уже один опасный удар. Верим, что получится, замена сработает, и смотрим, кто может усилить еще. Может дебютировать сегодня за Крумкачи новый футболист, взятый в аренду Минского Динамо Александр Филипенко. Подтолкнул немножко Ходневич в борьбе за мяч соперника. Хорош, Левочка. Получился рикошет, там опасно могло быть Антон Шунто. Вообще игра без центра поля. И Ходневич проталкивал мяч на Лукашова, но Лукашова не было в этой позиции там. Штангу попадает мяч после удара одного из футболистов Ашмян. Освободился в опорной зоне от опеки и пробил.
Очень самый опасный момент в этом матче пока за хозяевами. Самое время крумкачам придумать, чем ответить соперникам. А вот это толчок со стороны 7-го номера Ашмян. Учитывая, что Рух свой матч выиграл, уже 41 очко становится у подопечных Андрея Зигмантовича. А вот посмотрим, сейчас не так. Очень опасный момент. Побежали. Ну что, Джок, сможет убежать Джок или нет? И ничего, не свистнул. Я не видел момент. Локтем в лицо сыграл? Нет? Ну, один сейчас говорит, другой нет. Ну, мог опасный момент получиться, но Не надо. не получился. Что, Не водопой? подсказывай. Водопой у нас, да, или что? Перерыв на водопой. Болельщики не А нет, нет перерыва вообще. Странно, арбитр не свистнул, просто команды начали играть, и ашмяне пришли в наступление. Очень интересная, может быть, атака. Давай, пацаны, пошли. Такое ощущение, что водопой был, а что начали играть. Нет, значит, не Не свистнул, да. То есть... Стоп. Единственный раз удалось нападающему ашмяну бежать за спину Александру Былине, но там нарушил он правила в борьбе с Игорем Макаровым, который эпизод доиграл. Тут собираться, куртку взял и пошел. Сбросил удачно Ходневич на пост. Ну и никого нету, блин, ну. А, эти двое футболистов ашмяна Коша забросит этот мяч. Уже Лёша Коша доигрывает и от ворот. Призывает арбитр Сергея Кошеля продолжить игру, не возмущаться. Хорошая передача на Баскакова нашла, и там Баскакова дожимают, не дают ему. Пытается Баскаков накрутить несколько человек, но нет нарушения. Павел возмущается. Ну вот опять
Ваут. Лёва, давай ваут. Да вынеси мяч. И Лёва нету в центре обороны. Такое ощущение складывается, что 3 атакующих футболиста. Ну, там тройка атаки сейчас. Баскаков, Кошель и Ходневич. Ходневич чуть-чуть ниже, и можно втроем убегать. Втроем против 2 убегают Крумкаши. Может получиться опасная атака. Главное сейчас отдать точную передачу. Сергей Кошель обнимается с болельщиками. Точно передача Алексея Ходневича, команда Интересно сейчас будет посмотреть, как ашмяны будут отвечать, потому что гол такой получился очень... Не следовало логике. Он как бы был, ну, Крумкаши атаковали постоянно, но гол был забит именно в контратаке. А вот еще раз Кошель с мячом и... Классно, конечно, пробил Кошель, абсолютно вымерил, подождал. Вратарь успел коснуться мяча, но удар был вблизи, такое ощущение, что не смог отбить. В принципе, хороший матч проводит вратарь ашмян, но близко было до ворот. Большая пауза, там повреждение получил футболист Хозяев. Такое ощущение, что Гахарев убегал из толпы болельщиков, если честно. Рука! Рука! Слушай! Давай! Палить надо! Уже слепой, в другой мяч попал в руку, Боковой стрелец! Для чего ты здесь? Как будто не видит. Олег, иди на пикап. Сейчас пойду. Олег, не милиция, Олег. Надо начинать с того, что очень плохой пас. А вы кто, извиняюсь, молодой человек? Я нейтральный болельщик. Что за запас? Чужой чужому другу. Вы не побрились? Научитесь. Вот откуда горячий. А ты бреешься горячий. Едва не обыграл Сергей Кошель. Футболиста. А вот сейчас смотрите. Ай-яй-яй, там ошибся Ходневич, к сожалению, в передаче. Что там такое было? Дыболь нарушил правила. Нервная концовка может нас ожидать, по крайней мере. Ну, пока еще не концовка матча, сейчас 73-я минута началась. Что там опять? Быстро разыграли ашмяны, вот здесь арбитр не показал как раз таки, что нужно эту свистку. И мяч уходит от ворот, неточная передача. Остается около 15 минут основного времени, ведут Крумкаши 1-0, намного
Веселее стало болельщикам после этого гола Сергея Кошеля. Андрей, ну ведите себя нормально на секторе. Не выставайте к женщинам. Антон Шунто сейчас будет вводить мяч в игру. Какой-то длинный, видимо, самого длинного поставить. Быстро Ашмяны забирают мяч у Крумкачева, не дают возможность сбить темп игры. Совсем ничего не закончено, дальше хороший пас. И Прохачев выигрывает воздух там и выбивает мяч в аут. А за спиной у него было уже два футболиста хозяев. И не получилась передача, там киксанул мяч. Кто там так сыграл? Не поверил. Денис Лукашов второй. Разогнал, конечно, атаку. А эту атаку мог, получается, сделал Денис Лукашов, который в подкате вырвал мяч у Ашмян. Что еще одна контратака может получиться, бежит в атаку. Уже не так, как было в той ролевой атаке и вне игры. Может быть, но не... Алексей Ходневич ходил практически 1 на 1 под острым углом, не смог перебрать мяч в ворота. Играем дальше. 78-я минута матча у нас. Не пали. И Пархачев доигрывает просто. Такой молодой парень этот Пархачев. Баскаков встает, там что-то с ногой, возможно, судороги, посмотрим. Макаров доигрывает эпизод. И замена у нас. Замена у Крумкачева. Вместо Павла Баскакова выходит Андрей Пивульский, кажется, да? Помогают уйти с поля Павлу Баскакову доктор Митась. Но по регламенту нельзя. А выходит вместо Баскакова Андрей Пивульский. По 13 номером. Все это время будет компенсировано, конечно. И также замена происходит в составе хозяев.
очередной раз Антон Шенко первым на мяче. Самые высокие руки в штрафной. А ему еще играть можно. Хорошая! Было. Все. Давай свалку, красавчик! Получает Сергей Кошель желтую карточку за то, что продолжил играть после ЦСКА. Ну, хотя гол не забил, в принципе, я не знаю. И 80 минут у нас сыграли команды, и пока впереди Крумкадши 1-0, как раз Кошель единственный гол в этой игре забил на 70-й минуте. После передачи Алексея Ханевича. Ну, там, по-моему, головами. Неужели головами столкнулись? Если головами, то там очень больно. Нормально встает футболист Ушмян относительно, но Ходневич продолжает лежать на газоне. На синтетическом газоне, вероятно. Двигайся! Жок, падай сейчас. Вы сказали, падай. Садитесь. Давай левый край. Опа. Ножницы. Бежать. Давай, Джок, давай, Джок. Флангу. Да! Мне кажется, это
Вне игры зафиксировали. Вот сейчас как бы снять вопроса, да? Макаров блокирует первую подачу, еще одна подача. Наконец-то судья зафиксировал руку. Пять минут до конца основного времени матча. Были остановки у нас, получали игроки помощь, медиков и замены. Поэтому минимум 3-4 минуты должно быть добавлено. Ух, как хорошо, а? Пиво, Закручивай! Очень быстро Андрей Пивульский возвращается, свежий, на ногах. Давай, смотри, как бежит. И угловой заработали Каши. Олег, да мы сюда быстрее едем. Не всегда. Судя по всему, не торопится делать еще замены Алексей Кучук. Сейчас скамейка запасных Крумкачев практически вся на ногах. Занов присел. Решающие минуты матча. Счет 1-0 в пользу гостей. И подавали другой. Туда, сразу туда, вот так. Прямо в руки вратарю очередной раз. Там мешает Владимир Шибека вратарю. В регби, да? Давай, Дыба! Четвером, ну давай, Дыба! Бей сам! Либо пробил, но там... Нужно назад вернуть. Смотри, Пивульский возвращается очень быстро назад. И нарушает правила, но молодец, бил темп, атаки. Не толкайся! Свисток дал, блин! Судья! Ну и зачем? Свисток задал и остановил игру. Ну это желтая карточка, ну. Что, Бархачев вырвал мяч у игрока Ашмяна и получил по ногам сзади. Ну, я не знаю, дойдет до предупреждения, дойдет все-таки. На 88-й минуте получает предупреждение игрок Ашмян. Еще одна замена у хозяев там. А у нас выходит на поле, готовится выйти на поле Евгений Брилев. А ты как узнал об этом? Ты же как Паша Молодец сказал Брилева? О, нормальная связь с этим. Сколько запасли. Еще одно нарушение Алексей Ходневич. Сорвал еще одну атаку защитник Ашмян. Полторы минуты до конца основного времени матча и будет явно добавлено. Вместо Кошеля, скорее всего, выйдет Брилев. В прошлом туре Говацевичев Женя забил свой второй гол в сезоне. Вполне может он в концовке матча свеженький Брилев побежит защитником. Скорее всего, не будет еще одной атаки. Исполнение Ашмян.
Замена Давай пока меняются. вместо Кошеля. Вы того же мнения. Трина Джока. Джо. Это опыт. Это опыт, да. Забил единственный гол в этом матче. Сергей Кошель, 9-й мяч в чемпионате. Забил и... Пока именно этот гол, есть разница между двумя командами. 4 минуты. Переход в атаку Ашмяни. Вася, побрелёвывай всё. На 90 У нас обычный гимн играется. Замена в составе, еще одна замена в составе футбольного клуба Крумкачи. Мы это слышим от Павла Волчецкого. Зычным голосом объявляет. До конца борется Пархачев там. И мяч. Евгений Брилев. Отлично, вместе с Ходневичем. Пробрасывает мяч. Они в него пробегты, заработал глубоко. Вась, Вась. Смотри. Иди скажи ты. Василий Васильевич, успокойтесь. Спокойно идите и решите вопрос. Даже попросить. 5 минут это добавлено или что? Выходит с поля Денис Лукашов. Олег, главное, чтобы 97 добавить. Вместо Дениса Лукашова, отлично отработавшего сегодня в центре поля, выходит дебютант нашей команды и взятый в аренду Минского «Динамо» молодой футболист Саша Филипенко. 67 минут, собственно говоря. 4 давали, да? 1 минут. Ну что ты слишком ждешь? Полный. Толчок. И там уже Былине помощь оказывают и арбитр, и футболисты, и Ашмян. Минимум 2,5 минуты. Выходит замена в составе в футбольном клубе Крумкачи. Михась выходит. Михась, не торопись. Уже не надо, наверное. Вася, ты умеешь так животик пузырьком набивать? Не себе. Себе нет, а так. Много у нас будет продолжаться этот матч, потому что много замен было, и сейчас оказывают помощь Александру Былине. Я не знаю, будет ли там замена. Я был тебе показывал. Надо поймать. Так, у нас есть. Выводи ты мяч уже. Отдает мяч главный арбитр хозяевам. Брилев пытался помешать им разыграть.
Добавлено времени, сыграли команды, у нас с тобой немножко запаздывает таймер. 4 точно. Все. Все, нет вне игры, здесь надо отдавать передачу на Сашу Филипенко. Давай, Саша. Матч закончился. Победа! Это пьяный костяк. Мы остаемся с вами какое-то время в эфире. Посмотрим мы, как команда празднует эту победу со своими болельщиками. Подожди, а команду поаплодировать. Позволяет эта победа нашей команде упрочить отрыв от 3-го места до 7 очков. В воскресенье, 12 числа, в 5 часов дня. А мы видим, как болельщики Крумкачева отмечают победу вместе с командой. Не будем выключаться, чтобы вы насладились этим зрелищем. Победителем несут.